Задолженность за коммунальные платежи косвенно ведет к росту аварийности на сетях. Такой вывод озвучил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорь Кузьмичев на рабочем совещании в Госсовете. Здесь обсуждали прохождение текущего отопительного сезона в республике. И, как отметил министр, начат он был вовремя и без сбоев. К работе были допущены все котельные региона, а также 100% тепловых, водопроводных и электрических сетей республики. Сейчас запасы топлива в Коми превышают изначально установленные нормы примерно в 2 раза. Кроме того, в бюджете республики на этот год предусмотрено субсидирование ресурсоснабжающих организаций, в том числе для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо. Правительством Республики Коми сохранены меры, направленные на снижение просроченной дебиторской задолженности и оплату текущих платежей муниципальных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями. Что же до задолженности, то сегодня общая сумма долга потребителей всех категорий более 9 миллиардов рублей. Свыше 5 миллиардов задолжало население республики, и это напрямую сказывается на подготовке сетей к сезону. Так, в этом году в сравнении с прошлым отмечается рост технологических сбоев. Всего на 4%, однако это настораживает. Так, одним из самых громких оказался инцидент в Уктыле, где из-за недобросовестной работы ресурсоснабжающей организации долгое время население получало коммунальные услуги ненадлежащего качества. Прокуратура Коми не исключает, что к ответственности за срыв отопительного сезона могут быть привлечены и чиновники. 103-е правило подготовки к отопительному сезону нам четко говорят, что контроль за ходом на территориях муниципальных образований осуществляет органы местного управления. В ходе совещания были озвучены и задачи по подготовке к уже следующему отопительному сезону. Кроме усиления контроля за работой органов местного самоуправления, в приоритете сокращение задолженности населения и предприятий за жилищно-коммунальные услуги.